Жительница села Той-Тобе Джанкойского района Галина Науменко каждый день в обед открывает сельскую библиотеку. Галина Леонидовна работает в ней с 1985 года. Это получается уже 39-й год. В этой библиотеке я всего лишь второй библиотекарь. Вон у меня там на полочке указано. Первый библиотекарь. Я вот после нее заступила и пока еще работаю. Галина Науменко старается проводить различные мероприятия, пополняет фонд библиотеки, организовала этнографический уголок, экспонаты для которого собирала лично. Работы много, дети приходят, взрослые не так часто ходят. Дети любят, приходят просто так посидеть, приходят шашки поиграть, книжки поклеить. Детская площадка рядом, я вышла. У меня мероприятие, пошлите, проведем. Село Той-Тобе находится в центре Джанкойского района. Дальше за селом раскинулись поля и крымские степи. В середине 19 века население Той-Тобе было практически полностью крымско-татарским. Затем село опустело, очевидно, вследствие миграции крымских татар. После депортации Той-Тобе переименовали в Ковыльное. Сейчас здесь проживает около 400 человек. Фарих Абселямов – один из первых крымских татар, который поселился в Той-Тобе после возвращения из ссылки. Его мать родом из соседнего села. Анам Жадра Борлак кöyінде туылған, Жадра Борлактан депортировали. 89-90 senesi көчіп келдік. Бияққа мына яшаймыз. Өзбекстанда яшағанда рахметлі анам постоянно дей Қырымға барсақ дей тек өзіміздің көйге деп. Постоянно бізді мозги вдалбливало, да? Қиналдық, ну вот енді Аллаға шүкір, мына яваш-яваш, в общем, приходим в себя. В 90-е годы в селе насчитывалось около 100 крымско-татарских семей. Люди организовали место под мусульманское кладбище, выбрали имама. С помощью сельсовета в одном из местных домов открыли мечеть, которую облагораживают своими силами. Абдуламанакай рахметлі қартымыз, неден келген Фергенадан жематын топлап, невбетмен бір оқытып, дуа яптырды. Әрбір кішінің үйінде очередьнан, істеген кішілерді. Әрбір дуада рахметлі Абдуламан Акай айтайдылар, мына Рифат балам, бұл дуада келгенде сен бір сүрені ezberlеп кел. Мен сон бір айдан сон тырышайдым, шу дуаны ezberlеп үйренмеге. Ана ондан сон маға қалды имамлық. Ана 18-20 жылдан берлі Несмотря на отдаленность от трассы и крупных городов, Той-Тобе не назовешь заброшенным селом, хоть и жизнь здесь не кипит, как раньше. У нас очень много людей работает на полях. Из таких прям, что госучреждений, да, у нас вот ФАП есть, сельский клуб, есть сельская библиотека, в клубе у нас еще есть вакансии. Молодежь есть, молодежь, основная часть, она разлетелась, она по городам работает. Адамдар основной бында оғыраша өздерін бір сой кішілерде малынан. Бір сойлары өзін огород бар, бизнеслері бар, шептады сачқандар, саттары бар. Но енді баштағысында іші жоқ бұнда. Башта совхоз яқшы еді. Бек баладан фермамыз бар еді бұнда, бақчалар бар еді, бек яқшы ел еді келген жылдарымыз, 90-шы жылдар. Мен өзім гидротехник çalıştым совхозда. Дегенмен қате екен, қайда барайық? Бір газ кесе болды, қызым, мына жолларны бақтыңыз. Насыл яқшы жоллар яптылар, я біздің көйде. Тротуарлар бар, ақшам светлер жана. Недавно в селе поменяли водопровод, и теперь местные жители ждут только газ. Сейчас приходится покупать уголь. В Той-Тобе живут трудолюбивые люди, не привыкшие жаловаться. Многое в селе они делают своими силами, считая, что облагораживать нужно каждый уголок своей родины.